час пик, город Ижевск. Вновь выходим в прямой эфир, чтобы ответить на ваши вопросы по ремонту смартфонов, Android смартфонов от компании Apple, также по ремонту ноутбуков, компьютеров, покупки, продажи техники, БУ, новой. Все эти вопросы можете нам смело писать либо в комментариях, либо по ссылкам в описании к этому видео, если вы будете смотреть эту запись, это видео в записи. Можете нам смело писать в группу ВКонтакте, задавать ваши вопросы по ремонту, можем проконсультировать удаленно. Ну а те, кто будет сейчас смотреть эфир, соответственно, могут просто пообщаться с нами и позадавать вопросы в прямом эфире. Привет, друзья, кто подключается. Пока никто не пишет, послушаем музыку. Друзья, напоминаю, можем просто пообщаться, можно ответить на вопросы по ремонту техники, айфонов, андроидов, ноутбуков. Пишите ваши комментарии, будем общаться. Либо просто поговорить на любые темы. И параллельно послушать музыку. Всем привет, кто подключается. Сервисный центр час пик Ижевск на связи. Отлично. Вот так у нас весело проходит рабочий день. Как у вас проходит этот день?
Record Club. Мартин Гаррикс. Друзья, всем привет, кто подключается. Как дела, как настроение? Знаете, это на распаковках новых гаджетов обычно там пленочку снимают. У нас это удовольствие каждый день просто, когда дисплей меняем. Это Samsung после замены дисплея. Друзья, всем привет, кто подключается. Сейчас отойду на пару минут. Друзья, дайте какую-нибудь обратную связь, вообще слышно, звук идет, не идет. Смайлик поставьте, букву напишите. А лучше напишите, чем занимаетесь. У нас вот идет рабочий день. Под музыку создаем себе рабочее настроение. Пьем чай периодически. А еще что, беру, что ли? Ну да, да. Это как так? А? Магия, реально. А ну-ка, включи-ка. Нет, это не сложно. Все же он уже показывал, как это электричество. Вообще, what the fuck. Так, и мы телефон.
друзья, как дела? А51, стекло на А51. Здравствуйте. Здрасте. Наконец-то добралась до вас. Ага, вам защитное стекло нужно поставить? А? Защитное стекло Сколько стоит? 250. С установкой. Что, защитку поставим за 250? Ну, чтобы не разбился еще раз. Не, не надо. Ну, тогда мы вам его поставим бесплатно. Да? О, спасибо большое. Нифига себе. Чтоб, если что, нас рекомендовали. Хорошо. Хорошо вообще. Прикольно. Он заряженный? Не совсем. Ну, на часик нам хоть хватит? Не Дома знаю, там доехать. буквально 6%. Можно поставить, подзарядить сейчас? Ставьте, А пожалуйста. поставьте, пожалуйста, ага, хотя бы хоть чуть-чуть. А, 4, да? 4100. Что, у вас есть кинуть это соцсети там? Да. Есть? Да. Где визитка у вас? Вот здесь Вот это тоже можно ставить? будет вообще превосходно. А, ладно. Отзыв, вот, если что, можно сфоткать на Яндекс.Картах. Хорошо, сейчас. Так, где у меня вот фоточка? Так, сколько? 400? Да. Мы еще немножко ламбоу сделали. Да? Бесплатно поменяли стеклышко. Спасибо. Что в количество разбито. Спасибо большое. Ой, Недорогой, а вид совершенно другой. Ладно, спасибо большое. вообще классно. Так, сейчас я как-нибудь выпишу. Можем дальше ломать. Да.
Доступно вам? Да, в принципе, и чек поставлю. И вот с этим скрепить надо. Давайте. Раньше 30 дней. Угу. Это ваш старый дисплей. Это что, старое? А, да, да. Жена. На, скажи. Да, выбирай. Выбирай, да. Что, я посмотрю. 7%. Давайте пока это посмотрю, что там. А сим-карту можно поставить сразу? Сейчас, секунду. Алло. Алло, что? Звонила? Подожди, я это в ремонте в Амире телефон забираю, перезвоню. Потом скажу, перезвоню. Перезвоню давай. Я раньше в этом делала. В Педан. Слышали такое в центре? Ужасное. Ужасное просто. Ага, да. Дисплей. А мы 8 сюда что-то тысяч приходили, тут закрыто было. И что-то там, что-то какой-то выходной, или что-то туда поперлись, мы строители еще поехали. Цены ужасные просто. Конечно, И по качеству не очень. и по качеству, да. Вообще другое там. Ой, да, пожалуйста, чехол, он там лежит. 400. Спасибо, что без дачи. Ага. Спасибо, что мы. На, вот это оставь. Это я отзыв буду оставлять. Это не забудь. Хорошо. Отзыв, в принципе, можете дома оставить, как вам удобно. У нас не обязательная процедура. Но будет очень нам здорово, чтобы другие люди тоже узнали. Что я сим-карту не выберу? Лишняя активность. Дайте, пожалуйста, еще ключик. Сделайте, пожалуйста, Что-то у меня что-то, нет, да. не видит ее. А блеск еще можно дать? Не активно. Вот это да. Может, поэтому. Здесь, да, плохо ловит. Ладно, тогда все, спасибо. Даже дома, если что. Ладно. Да, пошли. Ну, спасибо. Всё, поймала. Спасибо большое. Ключик возьмите. Все, спасибо вам большое. До До свидания. свидания. Сейчас, Андрей. Они даже китайцы убирают. Там на улице снег идет, блядь. Да? Видишь как? Вот верни сюда, давай будет. Пойдем. Также, если что, мы ноутбуки не только БУ торгуем, мы и новые привозим. Намного дешевле, чем в Эльдорадо и в этом, потому что Телевизор привозится? телевизоры нет, потому что они габаритные, и вероятность того, что их где-нибудь почта нафигнет, очень вероятная. Понятно. Блин, нам телевизор надо, как его, только смарт, дай нам. А до какой суммы смотрите? Ну, до 20 тысяч. До 20, да. А размер? 100. Ну, Вот у нас 110 был, да? 110. Да. 110. Блин, вот не знаю, вот куда можно его деть? Ну, в запчасти или куда вот? А он работает или нет? Дисплей, матрица полностью. Потек. Проще это. Все, Это, выкидывай, да? это почти 90% стоимости. Да. Вот нам также сказали уже, да, 90 где-то. Что-то мастер даже подошел, он говорит,
Ну, говорит, 90% говорит, отдашь, говорит, за ремонт. Так что, говорит, смысла, говорит, нету, говорит, лучше купить, говорит, даже новый, говорит. Давайте я запишу, значит, до 20 Ага. и диагональ какая, сказали? Ну, стоп. 100, 110. Да. 100, 110, да. 110. Сегодня посмотрим, позвоним вам, сориентируем, сколько, что. как, Все, у нее где. это, цифры есть, да, как бы? Да, номер Все, телефона у вас все, вот. записан. Все, Пожалуйста. все, да. До свидания. Если что, ага, вот, Гис, вот уже тебя кабелек ждет. Сейчас покажу, какой он внутри. Все, фирменный пакетик хоковский. Кабель не тонкий, прям толстенький. Ну и вот разъемы. Вот такие. Так, заходи в гости, забирай кабелек. Так, ответ вам вопрос. Слушай, насчет моего кабеля. А что если начать заряжать устройство от блока на 33 ватта 6 ампер проводом, при учете, что блок выдает лишь 3 ампера? Короче, насколько я знаю, я не технический специалист, я больше за коммуникацию с людьми отвечаю. А мастера мне как объясняли, что если какой-то, условно там про быструю зарядку, если блочок с быстрой зарядкой, а провод не поддерживает быструю зарядку, то быстрой зарядки не будет, будет заряжаться по минималке. Как-то так. Заглушки как такого нету. Я говорю, как вариант, просто отрезать и не пользоваться ей. Да и для чего заглушать? Не пользуешься, не пользуешься. Она же есть пить не просит. Ох, приятный звук. Так, телевизоры. Посмотрим. Клиенту надо найти телевизор. Сейчас глянем. До 20 тысяч. Диагональ 44-54 дюйма. А вдруг пригодится? Так ему же ничего не будет, он просто так болтается и все. Что с ним станет-то? Вот лайтинг кабель, которым пользуются на дню раз по 200 здесь в сервисе. Что с ним? Как был, так и остался. Даже белый все еще. А у тебя черный будет кабель. Не грязь, ничего не страшно. Так. Бутылка рома. Где же у нас телевизоры до 20 тысяч? Давайте обязательно Full HD.
Tuvia. Есть вот Tuvia. Телек Tuvia. Кстати, Яндекс запустил свой бренд Tuvia. Кондиционеры, пылесосы, телевизоры под своим брендом начинают выпускать. Вот. 43 дюйма за 17 530. Full HD экран. Неплохо. Что-то да, сегодня какая-то тишина в эфире. Странно. Все, видимо, отдыхают. На ремонт, ну потому что, к примеру, у нас есть клиент постоянный, который приходит раза 2 в месяц. То есть зачастую, ну, условно, за месяц, если дефект не выявляется, то это 100% рабочая деталь, 100% хорошо сделанный аппарат. Такие дефекты, как, допустим, телефон упал, и там внутреннее повреждение, оно внешне не видно никак, оно внутри произошло. И это по вине клиента происходит. Вам придется, да, за свой счет это делать, это невыгодно. Так, модератор Диас, у вас был Google Pixel на ремонтах? Да, был. И на ремонтах, и дисплей меняли им, и АКБ меняли, гидропленки клеили на Google Pixel, OnePlus тоже. Поэтому да, аппараты различные бывали. Айфоны все перебивали. 15-е еще люди не начали разбивать. 15-е пока еще не бывали в ремонтах. А вот 14-е, 14-е Pro Max уже были. Всех марок не посчитать, не упомню. По поводу, что лучше, гидропленка или защитное стекло. Наверное, скажу так, что гидропленка, она единственный выход в случае, допустим, с Google Pixel, потому что у него дисплей и рамки у него закругленные у дисплея. И защитить вот эти скругленные рамки стеклом не предоставляется возможным. Поэтому гидропленка защищает в этом случае лучше, потому что она единственный возможный вариант. И если сравниваем обычные дисплеи, то, ну, плоские имеется в виду, то лучше, конечно, защитное стекло, и лучше оно вот такое вот. Сейчас покажу. Ремаксовское стекло, медицина. Это вот так защитное стекло упаковано. Оно идет, во-первых, толстенное, во-вторых, оно идет с олеофобным покрытием. Когда его наклеиваешь, ты не замечаешь пальцем, что вот у тебя какое-то там стекло наклеено, ты как будто по реально своему дисплею и пальцем водишь. Дешевые стекла, вот у нас есть дешевый сегмент, за 250 мы ставим стеклышки с установкой. Они просто стеклышки там, по-моему, 1,5 миллиметра, нет, 0,15 миллиметра они идут, потому что вот это идет 0,3 миллиметра, оно уже толстое. И оно просто стекло. И в случае, допустим, сравнивать гидропленку и обычное стекло, выигрывает само стекло, потому что оно может спасти от удара. Гидропленка от удара не спасет, она только от царапин. В случае с этим оно не только от удара спасет, оно еще и, в принципе, приятное на ощупь,
но с олеофобным покрытием. Нету там ложных срабатываний или нету, что надо тыкать несколько раз, как с обычными стеклами, потому что не прожимается. Здесь с этим все в порядке. Но оно и стоит дороже. То есть у нас сейчас это по акции 800 рублей. В торговых центрах их клеят за 1200, за 1600. Мы клеим за 800 премиальные стекла, за 250 клеим обычные стекла. Это уже цена и с работой, и с самим материалом. Вот такие дела. У семерки плоский. Вот на семерку не скажу. Сейчас посмотрю. Google Pixel 7. Google Pixel 7. Как он выглядит хоть? А, да, у него плоский. У него плоский, да. Но гидропленки, говорю, еще преимущество гидропленки, что ты можешь укатать весь смартфон в него. Да, царапина спасет, потом в последующем перепродаже будет классно. Но от удара не спасет точно. Модератор. Так, я скорее... Александр, можешь посмотреть тот же вариант, о котором ранее просил, кабель 3 в одном. Сколько он стоит на 6 ампер? А их на 6 ампер нету. Их просто в природе у нас нет. У нас, по крайней мере, точно, не знаю, как у других. Модератор. Так, скорее всего, от вашего города в 1 000 000 километров. Там есть маленькие закругления по бокам. Ну вот, я говорю, я не занимаюсь самим ремонтом, я коммуникацией с людьми занимаюсь, с клиентами, поэтому такие вот маленькие нюансы не могу подсказать, общую информацию выдаю. А где находитесь, если не секрет, какой город? Может быть, не 1 000 000 все-таки километров? Прям интересно, откуда вы нас смотрите. Сергиев Посад, крутяк, крутяк, что нас оттуда смотрите. Через, да и через защитку тоже работает отпечаток. Через гидропленку, да, тоже все работает, и через защитку работает. Просто говорю, вопрос в серьезности повреждения. То есть, если это царапины, условно говоря, мы положили телефон там в карман с ключами, гидропленка отлично справится с царапками, она защитит от них. Но если у вас телефон падает на асфальт, гидропленка от этого не спасет точно. Стекло есть вариант, что оно спасет, а вот гидропленка точно нет. Ну, завтра скатаюсь под РВС с телефоном, защиту положил, хз, как она какая-то китайская 6D Ультра 4К. Ну да, много-много букв написали там для пущей серьезности, чтоб еще в лицо, видимо, капли падали. Да, китайцы умеют это, писать кучу этого. Вот у меня лежит защитное стекло, клиенты принесли, попросили наклеить на телефон после ремонта.
H9 Hardness, жесткая защита. Ну какая жесткая защита, если она там гнется как бумага. Ну, планшет вообще, я даже, честно говоря, не знаю, зачем защитки клеят. Планшет же обычно в этом, в чехле, вот в таком. Толщина как бы чехла вообще любое стекло нафиг идет. И поэтому защитное стекло на планшет. Ой, планшет не так юзается, как телефон постоянно, да, Лёх? Вероятность того, что разобьется планшет, вообще минимальна. Если есть чехол вот такой, то защитку вообще можно не ставить. Ну для ребенка, да, тогда желательно, да, ставить, что ребенок может взять что-нибудь остренькое и порисовать по экрану. В этом случае, да, защитка спасет. Ну, сейчас выходные, вот не совсем много. Обычно в день человек может 20-30. Ну, это все с ремонтами, соответственно. У кого дисплей, у кого АКБ, у кого программный сбой, что-нибудь такое. Раз пошла такая пляска, твой топ-3 планшетов как для игр, так и для видосов, бюджет до 20к. Samsung Tab 8s. Согласен. Согласен, неплохой. Xiaomi-шный Mi Pad какой-то тоже нормально волокет. Apple-овские, конечно, не рассматриваю, потому что они там сразу же 40+. Так, ребята, я сейчас подойду.
Да, за счет того, что не такое компактное устройство, получается меньше тормозят. Ну, если с хорошим мониторцом. Так, сейчас я пока документацию заполню быстренько. Ну, асусовский-то стопудово прям. У меня, ну, Asus ROG Strix Games. И скажу, что да, аппарат действительно достойно они делают. А, смотрите, раритет. Сегодня выдали десяточки.
У меня 5 рублей есть. Да, у меня 5 рублей даже в кошельке лежит бумажная. Так, что-то... Да и смысла сейчас нету в играх на мобильных, ничего нового, есть только в Genshin, там где PBG играют, для других там не особо важно, игровой он или нет. Тоже верно. Легче ПК купить, чтобы играть. Игры на любой вкус. У меня опять новая сотка тоже, да, новая сотка есть у нас. Да, тем более, учитывая стоимость этих, вот у нас мини-ПКшки приехали, 17 тысяч стоит. К нему монитор цепляешь, и вот у тебя и компьютер, можно играть. Да. Власть, лопает, время 16:00. Друзья, на этом прямой эфир заканчивается. У нас, оказывается, 4 часа дня. Надо бежать. Поэтому увидимся с вами завтра. Все, всех обнял. Спасибо за то, что были с нами. Если будут вопросы, пишите нам в группу ВКонтакте. Ответим обязательно. Пока-пока.